Бухарова Динара была председатель Союза православных татар, директор Татарской национальной культурной района Туркестана, глава Московской татарской православной христианской общины. Пожалуйста, вот для вас место приготовлено уже. Поставим икону. Слушайте. Так. Не упадет? Ну, не должна, я надеюсь. Микрофончик, пожалуйста, не забудьте включить. Вот это можно. Вот так. Перед микрофоном поставьте, я уже вот здесь вот. Смотрите, как я говорю. Ну и закрыто будет лицо. Зачем? Ну ладно, включите Так, вот Кирилл, Кнопочку нажмите, да. мы ждем вашего выступления. Вот Кирилл поддержит, действительно. Нет, это поставь. Так, поставь. Да, она будет стоять, она не пойдет. Идет запись. Уважаемые организаторы данного мероприятия, благодарим за приглашение и искренне была рада, что тема конференции посвящена православному хану, православному татарину Семену Бекбулатовичу. Семен Бекбулатович, он поистине является олицетворением единства русских и татар, и даже шире, потому что в нем течет и кавказская кровь, кабардинская. Поэтому мы можем сказать по праву, что он является олицетворением и единства всех народов русского мира. Я зачитаю небольшой доклад. С начала образования Золотой Орды в татарскую аристократию была гармонично вписана аристократия русских княжеств, начиная от князей и дружины и заканчивая простыми русскими воинами. Это во многом заслуга князя Ярослава, святого благоверного князя Александра Невского, хана Батыя и его сына христианина хана Сартака, который по некоторым данным был священником. Также велика роль и заслуга в этом хана Менгу Тимура и его зятя, святого благоверного князя Феодора Черного. Не всем аристократиям была уготована такая гармоничная интеграция. Так правящие и военные классы Волжско-Камской Булгарии были уничтожены татарами, а оставшееся население стало податным людьми, их прямые потомки по языку современные чуваши. На татарских курултаях участвовала русская аристократия, так как она была гармонично вписана в татарскую аристократию, и не просто политически, а состояла с последней в близком родстве. То есть это была единая аристократическая система. Орда была развитым государством со свободой выбора вероисповедания, выборной конституционной монархией, разделением ветвей власти, сочетанием аристократии с демократией, рыночной экономикой, мощной профессиональной армией. Конституция Орды Иса Чингисхана базировалась на крестьянских принципах, а среди чиновников преобладали татары-крестьяне, кераиты, уйгуры, найманы, кыпчаки и другие. Средневековые татары Золотой Орды были военизированной общностью, состоящей из разных родов и племен, не только тюркских, в том числе и славян, зикхов, кабардинцев, алан и других. Владели государственным старотатарским на основе кыпчакского и церковнославянскими языками, по образу жизни отличались от податного населения, при этом именно ордынская аристократия постепенно распространяла на податное население татарские и церковнославянские языки. Православная церковь в начальный период существования Орды была в особом положении и обладала максимальными льготами. Так было до исламизации, осуществленного ханом Узбеком и его партией. Иса Чингисхана была заменена на шариат, насильно насаждался ислам. Узбек объявил Орду и ее улусы, в том числе автономные, такие как Московский улус, с преобладающим христианским населением частью халифата. С тех пор монархия в Золотой Орде стала исламская, наследственная, аристократия подверглась чисткам и репрессиям по религиозному признаку. Был введен особый налог с крестьян – харадж, выход. Чингизиды были отстранены от управления улусами, вместо них поставлены наместники-мусульмане. Татары-христиане и просто недовольные стали выезжать на служение московским, рязанским и литовским князьям. А поскольку аристократия была единой, то этот выход татар на Русь нельзя воспринимать как вливание чужеродных элементов в русскую элиту. Нет, это было сосредоточение единой татарской русской элиты христианского вероисповедания в одном из автономных христианских улусов уделов. После правления и реформ Узбека Золотая Орда начала разлагаться и в итоге распалась на несколько частей, каждая из которых, за редким исключением, уже копировала государственную систему всей Золотой Орды и претендовала на преемство от него. В итоге всего этого сложного процесса именно православная христианская Московия поглотила и переварила все осколки и все наследие Золотой Орды, став Российской империей. Это превращение мы называем православной татарской реконкистой. Но для того, чтобы православная реконкиста прошла максимально безболезненно, нужно было придать ей легитимности,
в форме воцарения законного государя хана православного Чингизида. Им и стал Касимовский хан, царь Семен Бекбулатович, которому на время передал власть первый царь, русский царь, хан Иван IV Грозный, тоже потомок Чингисхана, но по женской линии. Кровь Чингизова, так называли Ивана Грозного. В результате православные ордынские, татарско-русские конкистадоры освободили Поволжье, Урал, Сибирь, Новороссию, Крым, Кавказ, Малороссию, Белоруссию, Казахстан, Среднюю и Центральную Азию и другие территории. Таким образом, единство и преемственность татарской и русской элиты Золотой Орды, Московии и Российской империи неоспоримо. Об этом говорят нам генеалогии русских, казачьих, дворянских, боярских, княжеских и царских родов. Православный касимовский татарин на русском престоле Семен Бекбулатович, как отмечено выше, является ярчайшим примером единства русско-татарской элиты и примером единства народов русского мира на основе православия. Именно татарско-русским единством объясняется тот факт, что в дальнейшем смутное время татары вместе с русскими, мордвой и другими народами освобождали Москву от поляков и не помышляли даже ни о какой независимости от русских, так как это было абсурдно само по себе, как это быть независимыми от самих себя. Крупная победа для православных татар произошла 29 августа 2020 года в Казани на расширенном Милиджиена, национальном собрании Всемирного конгресса татар с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, госсоветника Татарстана Ментимера Шаймиева, вице-премьера России Марата Хуснуллина и всей элиты республики, а также делегатов татарских общин России и из-за рубежа, была принята судьбоносная для всего татарского народа стратегия развития татар, в которой православие признано исторически традиционной религией татар наряду с исламом, а татарский народ по факту двухконфессиональным, что соответствует действительности, как у осетин. Таким образом, по отношению к татарам впервые за 7 веков со времен хана Узбека была восстановлена историческая и религиозная справедливость. Сегодня в России мы наблюдаем возрождение православной татарской мирной реконкисты и начало мирной духовной экспансии русского мира на территории стран ближнего зарубежья, Турции, Ирана и Китая. Внимательный наблюдатель не мог не заметить, как русская православная церковь взяла свой курс на православное ордынство, при этом сохраняя добрососедские отношения с исламским миром. В 2024 году по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла началась подготовка к съезду православных тюрок. Эта подготовка к этому съезду еще не было. Мы надеемся, что это состоится. Под председательством митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, патриаршего наместника Московской митрополии, руководителя управления Московской патриархии по делам епархии в странах ближнего зарубежья. До этого знаменательного события о необходимости православного крутая православных татар и тюрок, а также других народов Союз православных татар и Московская татарская православно-христианская община заявляли публично на протяжении последних лет, и нами было проделано много работы в этом направлении. Исторические основания православного ордынства бесспорны. Традиционной добольшевистской терминологии совершенно справедливо тюркоязычных подданных Российской империи называли татарами. Они говорили на не сильно различающихся друг от друга диалектах и говорах и имели единый литературный татарский язык и происходили от средневековых татар, которые были объединением аристократии, людей военнослужилых, сословий и состояний казаков, дворян, князей, ханов. Они были многочисленны, собраны из разных племен и родов, как бы склеивали, спаивали государство. Многие имели непосредственное отношение к чингизидам, к правящему роду Чингисхана и его потомков. В Российской Федерации проживает по разным оценкам около 15-20 миллионов так называемых этнических мусульман, большинство из которых тюркоязычны. Даже ираноязычные таджики хорошо понимают узбекский язык. Значительная часть из так называемых этнических мусульман на постсоветском пространстве приняла православие и является паствой Русской Православной Церкви. Очевидно, что для миссии Церкви и государства российского нужны такие идеологии и геостратегии, которые учитывают национальный фактор, при этом не противоречат идеологии Москва, Третий Рим и не нарушают добрососедские отношения с исламским миром, ведь значительная часть русского мира представлена мусульманами. Идеология и геостратегия должна быть на основе общей истории народов русского мира, имеющих общих героев, общее государство, общую элиту, общее прошлое, общую память. И такие идеологии и геостратегии есть. Для церкви это проповедь Христа в соответствии с концепцией миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, в которой изложены основные апостольские принципы православной миссии. Важнейшими из них являются принципы церковной рецепции культур и использования разных языков. Для интеграции в лоне Русской Православной Церкви народов русского мира должны быть использованы минимум 2 традиции – обычная русская и более восточная татарская.
Для государства российского ответ напрашивается сам собой. Государству для успешного решения задачи интеграции на постсоветском пространстве наряду с православным византизмом нужна идеология православного ордынства. Концепция «Москва, Третий Рим» и «Москва, Третий Сарай» не противоречат друг другу, а сочетаются это две части одной концепции «Москва, Третий Рим» и «Сарай Исы Аль-Масиха», то есть дворец Иисуса Христа. Все положительное наследие средневековых татар, включая свободу вероисповедания при особой роли православия, Россия должна объявить своим. На наш взгляд, полезно на государственном и церковном уровне переименовать всех тюрок, ориентированных на русский мир и являющихся его частью, в татары. Начать можно с того, чтобы тюркскую группу алтайской языковой семьи переименовать в татарскую группу. Существует монгольская группа, куда входят монголы, буряты, калмыки и другие халхасоязычные народы. Почему же не может существовать татарская языковая группа? Ведь на тюркских языках слова «турки» и «тюрки» – это одно и то же, звучит и переводится одинаково. Зачем русскому миру такая бомба замедленного действия? Ведь Турция и странами Запада активно используют тюркский, национальные и исламские религиозные факторы, в том числе против интересов исторической России. А татары – это один из брендов России. Нет татар без России, нет России без татар. Но самое главное – развивать православную татарскую традицию, православную татарскую культуру, татарские языки, богослужение Русской Православной Церкви. Начало манифестации православного ордынства положено. Упомянутые выше стратегии развития татарского народа, принятые в 2020 году, православное христианство признано исторически традиционным для татар. Многонациональное православное население русского мира – это православные ордынцы, а все население русского мира – это русские ордынцы. Так нас называют враги, так оно и есть. И не будем этого стесняться, а поднимем это на щит. Русский мир, Орда, стремится к мирной, бескровной экспансии на все пространство Великого Монгольского улуса и даже шире, туда, куда ступали копыта татарских коней. Но ордынские кони не остановились. Православное ордынство станет идеологией и геостратегией таких интеграционных процессов, проектов, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС, интеграция. Предполагаемыми духовными центрами идеологии и геостратегии православного ордынства, а также ЕАЭС, Белоруссия, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения и других интеграционных проектов, ШОС, БРИКС и других, станут первая столица Золотой Орды, город Болгар, столица Касимовского ханства, Мещерского юрта, город Касимов, город Мещерский, или хан Кермен по-татарски, и столица Российской империи, города Москва. Болгар, предков маяк, первая столица Золотой Орды, Касимов, ханская царская крепость, Москва, Третий Рим и Сарай Исы Аль-Масиха, то есть дворец Иисуса Христа, лозунги духовных центров интеграционных проектов, в которых принимает активнейшее участие Российской Федерации. А православный татарин Чингизид на русском престоле Семен Бекбулатович станет их символом. В Золотой Орде была полная веротерпимость при особой роли православного христианства и православной церкви, а христиане, мусульмане и представители других традиционных религий были вместе. Возьмем этот положительный опыт прошлого, настоящее и будущее. И здесь необходимо сказать про основателя нашей общины. Это, наверное, всем известный отец Даниил Сысоев, который был убит 15 лет назад, в 2009 году, в храме, который он строил в Москве, в храме на Кантемировской. Он сам был татарин, и образ его, вот, Кирилл Александрович держит, да. И он сам был татарин, он видел из числа прихожан многочисленное количество татар, положил начало молебна на татарском языке, потому что татар было много, и до убийства он мыслил на базе своего прихода тюркский миссионерский центр. То, что я сказала в своем докладе о православном ордынстве, в принципе, было заложено отцом Даниилом, нашим основателем. И хотелось бы, чтобы весть о Христе, она была на разных языках и шла всем народам русского мира, это России и шире, чтобы мы не боялись Востока, не боялись тюркских народов, потому что в тюркских народах паства Русской Православной Церкви. Это очень важно понимать, что татары уже двухконфессиональный народ по факту, мы это развиваем. Осетины, да, есть тюркскоязычные народы, как чуваши, они полностью православные, да? Есть гагаузы. И я хотела бы обратить ваше внимание на этот большой тюркский мир, не как на мир ислама, а как на мир и Русской Православной Церкви тоже. И сегодня, как я сказала в докладе,
Мы видим, что Русская Православная Церковь медленно, но планомерно поворачивает свой большой корабль на восток, не боясь мирной проповеди, не боясь правильных форм. Эти формы заложены в рецепции культуры. То есть мы возрождаем традицию в православии, мы не убиваем традицию, не убиваем языки и формы, которые есть в народе, мы их можем смело подчеркивать, и важным делом было то, что наконец-то пошли литургии на разных языках. Особенно вот в Москве пошли литургии на татарском языке и на азербайджанском языке, да, проходят, на кыргызском. И хотелось бы, чтобы это пошло уже по всем регионам и шире. Благодарю за внимание. Спасибо.